к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. В пятом номере журнала «Советская музыка» за 1986 год в небольшой статье, посвященной его памяти, есть такие слова. Талантливый композитор, он всего себя отдавал музыке, творчеству и оставил нам привлекающие благородством, глубиной, искренностью и этической чистотой сочинения. Будут жить его 3-я и 4-я симфонии, фортепианный концерт, вокалист и ария для скрипки с оркестром, его превосходные романсы, фортепианные произведения и другие работы. Он был образцом профессиональной честности и порядочности. Он заражал своим отношением к профессии, беззаветным служением ей. Таким он был, таким его помнят. Талантливого композитора, заслуженного деятеля искусств Беларуси Льва Моисеевича Абелевича. Мы стали общаться с Львом Моисеевичем, когда он уже был в достаточно преклонном возрасте. И общались с ним до самой его смерти. И хотя это было всего несколько лет, но я считаю, что вот для меня, как для начинающего автора, который имел большие притязания называться художником, композитором, это было очень ценно. Ни разу он не позволил усомниться в том, что он творческая личность и профессионал самой высокой пробы. Вот это для меня было первое и главное в нем качество. Я помню те слова, которые он сказал уже на склоне лет. Он сказал, что вот только сейчас я понимаю, как надо писать и как надо работать, но уже время ушло. Мне тогда казалось это чуть ли не кокетством. Конечно, я ему об этом не говорила, но думала. А теперь понимаешь его, насколько в этом возрасте становишься требовательным к себе, не позволяешь себе никаких компромиссов сам с собой. Может, это кто-то и не заметит, но сам ты заметишь. Эти слова, уж сколько лет прошло, по-прежнему со мной. Он никогда в жизни не обращался к врачам и никогда не болел. Он заболел один раз, но он и умер сразу, потому что это была уже неизлечима, это была онкологическая болезнь. И когда он заболевал, он только просил принести ему чаю. А в то время все было дефицит, и чая невозможно было хорошего купить. Но мы пытались и доставали ему чай. Был рассыпной индийский чай. По нынешним меркам это был кошмарный чай, но это было все равно лучше, чем грузинский чай номер 36. И он так вот лечился. Он был на творческой работе, он нигде не служил. Он говорил, что я не могу служить. Тяжелое для него очень время было 5 часов утра. Бессонница почему-то настигала именно в это время, и он жил на улице Орловской, возле кинотеатра «Киев». Он выходил
5 часов утра. И бродил, ну, зимой, представьте, еще совсем темно, бродил по этому парку до тех пор, когда в окнах зажгутся огни. И тогда восстановилась, может быть, не так одиноко. У Леопольда Стаффа я прочла строки: «Люди в мои годы умирают, время стало торопить меня, грусть, как ржавый ключ, не отпирает двери наступающего дня». Как над горячею золой дымится свиток и сгорает, и он закрытый и глухой, слова и строки пожирает. Исследователи его творчества, музыковеды, отмечают в его произведениях очень важную особенность. Даже в самых оптимистических, даже в самых светлых по настроению произведениях присутствует некая мрачность, прорывается скорбь. Это пережитое. Дело в том, что его родные, близкие, друзья погибли во время войны, и эта память и скорбь осталась в его произведениях. В третьей симфонии, в цикле «Фрески», в партизанских и военных балладах и других произведениях. Он исповедуется перед своими слушателями, он доверяет им, и эта исповедь очень часто звучит драматично. Но, наверное, скорее всего, здесь не столько скорбь, не столько мрачность, а тревога за человека, который стоит перед вечным выбором между добром и злом. И не только тревога и скорбь, а еще и надежда. Надежда на то, что в человеке победит доброе, светлое, совестливое. Ведь недаром Льва Абелиовича в его исканиях сравнивали с такими творцами-философами, как Достоевский, Малер, Шостакович. Судьба мне подарила человека, который был очень дорог мне. Это Лев Моисеевич Абелиович. Разрыв в возрасте у нас был довольно внушительный, где-то 25 лет. Годился мне в отцы. Для меня это был самый близкий друг. Он жил один, и я приходил, он играл, мне показывал, мы слушали, общались музыкально очень долго. Это всегда было для меня радостным событием. Единственное, меня омрачало, Лев Моисеевич зверски курил. А я не курящий, и запах курева не приношу. И для меня это всегда были страшные муки. Я на всякие ухищрения, я знал, где у него что лежит. Я когда приходил, незаметно прятал папиросы, но где-то это можно было только минут 15 оттянуть этот, когда он уже курил. А курил он без перерыва, одну за другой. И такие папиросы едкие. Он от природы человек, одаренный прекрасным здоровьем. Он был хороший футболист в молодости, крепкого телосложения. И, можно сказать, на протяжении почти всей своей жизни он был всегда крепкий, только в конце его эта страшная болезнь просто сломала. И Лев Моисеевич, кто его помнит, он был такой внушительных размеров, крепкой кости, так сказать,
веса, такого большого спортивного, крепкого телосложения. В последние дни, когда я уже его просто как пушинку поднимал на руках, это было страшно просто. Его сочинения вот уже зрелого возраста, они настолько отшлифованы, настолько мастерски сделаны, настолько они профессионально отточены, настолько они профессиональны и высокохудожественны, что это, конечно, возводит Льва Моисеевича в число таких самых заметных композиторов. Пошли, Господь, свою отраду тому, кто в летний жар зной, как бедный нищий мимо саду, придет по жаркой мостовой. Кто смотрит вскользь через ограду на тень деревьев знак дали, Он был человек открытый, и не могло быть так, что для одних он был такой, а для других другой. Какой он был очень порядочный, настоящий человек, честный, не двурушный, которых, к сожалению, очень много развелось в наше время, никогда не кривил душой. И что должен был сказать, то и говорил в глаза. Я еще помню, как он держал руки на столе, у него руки такие большие были, пианистические. А Бельович всегда охотно подсказывал, помогал. Я часто нуждалась в помощи, и вот он мне помогал, когда нужно было. На мой взгляд, это я могу сказать, он был здесь композитором номер один. Он был очень эрудированный, очень работящий. И это, конечно, сказывалось во всем. У нас были очень дружеские такие отношения. Никогда никто ни про кого плохо не говорил. Это уже самый первый признак хороших отношений. Хотя я, конечно, не могла ни в каком смысле равняться с ним. Был более знающий, чем я, более талантливый, чем я. И вообще я с ним никогда себя не сравнивала. Что там говорить, он был композитор с большой буквы. Лев Моисеевич Бельович родился 6 января 1912 года в Вильно. Его отец был служащим, а мать – домохозяйкой. Родители мечтали увидеть своего сына успешным адвокатом. Он поступает на юридический факультет Вильнюсского университета, но учится недолго. В 1935 году он заявляет родителям о своем решении. Он хочет учиться в Варшавской консерватории. Для родителей это было страшным ударом, отец отказывается помогать ему материально. А он весь во власти музыки. Бетховен, Чайковский, Шостакович, Рахманинов. Он приезжает в Варшаву, но не поступает в консерваторию, его не приняли.
Оказалось, что одного желания для того, чтобы учиться в Варшавской консерватории, недостаточно. Он не сдается, остается в Варшаве, зарабатывает себе на хлеб уроками литературы и латыни, а по ночам занимается музыкой в консерватории. Жить очень тяжело, очень трудно. Он голодает, он действительно голодал по-настоящему, и даже был такой случай. Однажды он сидел на улице на лавочке в безысходном горе, он голодал и решил, что это все, это конец. И мимо проходила девочка, школьница, она достала из своего ранца какой-то бумажный пакет и бросила его в кусты. Он нашел этот пакет, и в нем оказались бутерброды, и Лёва был спасен. Было и такое. На него обратил внимание Вацлав Джавецкий, профессор Варшавской консерватории. Он стал заниматься с ним, консультировать, и ему Белевич показал впоследствии свои первые произведения. Его зачислили в консерваторию, он очень успешно учился, все шло хорошо, но радужные планы и надежды разрушила война. А война его застала в 1939 году в Вильнюсе. В Варшаву он вернуться не мог, потому что там уже были немцы, и судьба забросила его в Минск. В Минске его зачисляют на 4-й курс по классу композиции профессора Золотаревского, а профессор Золотаревский был известным педагогом, его учениками были такие выдающиеся композиторы, как Богатырев, Подковыров, Лукас, Оловников. Он успешно учится, но в начале войны покидает Минск, он служит в армии, и его находит известный композитор и преподаватель Московской консерватории Мисковский. Он приглашает его в Москву, и он заканчивает Московскую консерваторию. Его принимают в члены Союза композиторов СССР. Это был интересный период. В Москве он написал цикл романсов на стихи Пушкина и Брюсова. Он написал песни на стихи Вилюгина и Кленова, несколько фортепианных произведений. Белорусскую тему он продолжает в Минске, он возвращается в столицу Советской Беларуси и пишет ряд масштабных произведений, в том числе и 2 полифонические пьесы на белорусские темы, белорусскую сииту, сонаты и другие произведения. Работает для театра, пишет музыку к радиоспектаклям и кино. Словом говоря, дальше большая жизнь, а в ней музыка, в которой он жил и которая жила в нем. Я всегда вспоминаю эти драгоценные минуты общения с Львом Моисеевичем Белевичем. И помню, когда он уже тяжело заболел, я пришла навестить его в больницу в лечкомиссии. Он вышел ко мне. Ну, я, конечно, его пожурила, чтобы он поменьше курил, потому что он любил крепкие папиросы. Он сказал: все, Лариса, я сократил с куревом. Я мечтаю скорее выписаться. Я очень соскучился, я хочу писать музыку. Задумался и сказал мне: нет, наверное, я все-таки композитор. И меня это поразило настолько, что это такой сильный, мощный музыкант. Он задумался над тем, является ли он композитором. Вместе мы прошли очень большой творческий путь. Я
считаю, что это было самое счастливое мое время. Почему? Потому что я тоже как бы росла как музыкант рядом с таким талантливым человеком. Наша творческая дружба перешла в чисто человеческую дружбу. Я тогда, в общем-то, была молода, может быть, и глуповата, и, конечно, меня волновали многие вопросы, связанные с работой. Я с всеми своими даже личными делами делилась с Львом Моисеевичем. И он меня выслушивал, как бы, вот я понимаю теперь, вот с такой, может быть, иронией и такой отеческой лаской. И вспоминаю, как однажды я тоже жаловалась на что-то, то, что меня беспокоило, он меня выслушал, и вот я помню его эту большую кисть, очень тяжелую, он возложил ее на мою голову, вот так, посмотрел на меня и сказал: «Дурачок». И сразу все мои муки и все мои сомнения рассыпались в пыль. Я горда тем, что он позволил мне играть его сочинения. Все эти вокальные циклы, очень сложные и интересные, хранятся в фондах радио. У Льва Моисеевича в вокальном цикле на стихи Пушкина есть такой романс под названием «Старинная песенка». И там такие слова: «Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней. Большой, красивый, благородный, прямой в своих высказываниях и поступках. Его уважали, его ценили. Он никогда не работал в консерватории, но многие известные деятели белорусского музыкального искусства считают его своим учителем. Это и Галина Горелова, Лариса Максимова, Сергей Кортес, Дмитрий Смольский, Олег Оловников. Он был очень общительным человеком, эрудированным, много знал. Кстати, французскую литературу читал в оригинале. Он был женат на Елене Старожинской, брак продлился 14 лет, от брака дочь Мария. Второй раз он не женился, жил один. Впрочем, почему один? С ним была его музыка, самое главное в его жизни. Лев Моисеевич Абелевич умер 8 декабря 1985 года в возрасте 73 лет. Но осталась его музыка, его чувства, мысли, эмоции, переживания. Он остался в своей музыке красивый, благородный, талантливый человек. Лев Абелевич. Все равно, где бы мы
не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали, не поднять нам устал. Приснись.